сибирская кухня вкусная. Я тебе обещаю, ты милая. Битва на реке Халхингол – вооруженный конфликт у границ оккупированной японцами Маньчжурии и Монгольской Народной Республики. Именно здесь свой талант полководства впервые продемонстрировал будущий маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Автопробег стал событием, объединяющим две страны в память о совместной истории и героизме предков. Напоминание о тех событиях мы пронесем через всю Россию до Монголии. На 8-й день автопробега дорогами отцов мы проехали 8 крупных городов и добрались до Новосибирска. Позади 3390 километров. К слову сказать, весь маршрут составляет 7253 километра, но это без учета дороги домой и поездок по ключевым объектам регионов. Новосибирск нас встретил прекрасной погодой, однако в день прибытия мы не успели ничего посмотреть, успели лишь насладиться прекрасным ужином с видом на величественную Обь. Программа пребывания в Новосибирске началась с возложения цветов к вечному огню на мемориальном ансамбле «Монумент славы». Затем мы отправились на шоколадную фабрику «Новосибирская». Сразу скажу, что всем там очень понравилось. Ребятам вручили подарочные наборы конфет, и их впечатлило производство сладостей в объемах страны. После чего была экскурсия по городу. Гостей поразили новосибирские пробки, так как не ожидали от сибирского города такого трафика. Удивила доброта новосибирцев и огромные территории. Конечно, за 2 дня невозможно показать весь Новосибирск, но я думаю, что мы сюда еще не раз вернемся. Обедать мы пошли в единственный в России кукольный ресторан в Новосибе, который знаменит своим оригинальным сибирским меню, а также куклами, которые собирались со всего мира. Все понятно. У вашей родственницы ноги красивые, стройные, но я тоже не эталон. Один из регионов, который поистине принял нас с распростертыми объятиями, это Красноярский край. В первую очередь мы посетили город Назарово, где возложили цветы к вечному огню, и посетили школу номер 2 имени Григория Борисенко, героя Советского Союза, участника битвы на Халхинголе. 22 августа 1939 года при проведении разведки боем его танк уничтожил батарею противника. Память о подвиге героя Халхингола и Великой Отечественной войны бережно хранят жители края. Отсюда мы отправились в столицу края. Во время визита в Красноярск наша делегация побывала на смотровой площадке на Николаевской сопке, где находится флаг России, занесенный в Книгу рекордов России, высота 100 метров, а вес полотна 83 килограмма. Мы посетили знаменитый Торгашинский хребет, лестница на котором самая длинная в России. Попили родниковой воды в природном заповеднике Красноярские столбы. По обычаю наших предков все дружно называли его Аршан. Меня же впечатлил воздух, который очень похож на наш, байкальский. На второй день мы посетили креативный кластер «Квадрат», где нам продемонстрировали работу мастерских творческих красноярцев. Затем мы отправились в музей драгоценных металлов на заводе имени Гулидова. Здесь мы узнали историю становления золотопромышленности в Енисейской губернии, а многие из нас приобрели украшения из серебра. Также нам удалось благодаря нашему земляку Цыдыпову Амгалану Дарижаповичу, председателю Красноярской местной общественной организации Бурятская национально-культурная автономия Алтан-Гарыл, организовать встречу с монгольскими студентами, после чего Амгалан Дарижапович пригласил всю делегацию на вкусный бурятский обед. В завершении визита в Красноярский край мы возложили цветы на мемориальном комплексе «Красноярск. Город трудовой доблести». В Сибири есть много городов, которые заслуживают внимания и имеют большое значение для региона. Но Красноярск и Новосибирск назвать какой-то из городов сердцем Сибири сложно, поэтому оставляю этот выбор за вами. А мы отправляемся дальше.